С 9 по 12 июня 2018 года состоялся традиционный большой трехдневный велопоход, называемый «Большой круг». В нем приняло участие 11 человек, и поход получился гораздо интереснее и лучше, чем мы ожидали. Традиционно он начинается с поездки в Кангавасы и переправы на пароме через Лену на другой берег, поселок Агартах, Сотенцы. Прибыли мы на паром довольно-таки поздно, пришлось немножечко подождать, но очередь из машин была небольшая, что позволяло нам надеяться на переправу в этот день. Веллерам очень удобно переправляться на пароме, так как места мы занимаем мало, тариф для нас пассажирский, и все прошло гладко. Первая ночь должна была пройти на берегу реки Лены, недалеко от переправы. Первый ужин, первый чай – это всегда волнительно. А утром уже наша группа, скоординировав маршрут, двинулась по самому интересному участку пути, по пескам Кердигена. Дорога сразу начала радовать нас щебнем, песком и довольно-таки встречным ветром. Тем не менее, все были довольны, веселы. Лошади сопровождали нас на протяжении всего похода, а вот комаров было довольно мало. Всем привет! Мы находимся уже на маршруте Кердиген Большой Круг, первый этап. Мы сегодня очень хорошо выспались, отдохнули, позавтракали. Сейчас мы находимся традиционно в начале пути. Эта точка называется Сухое Дерево. Отсюда начинаются пески, отсюда начинается проверка на выносливость, проверка людей и велосипедов. Погода замечательная, ветер четкий, встречный. И сегодня мы полны силы и решимости пройти весь участок песка и слез. Ура! На первом этапе довольно плотный утрамбованный грунт. Дорога хороша, песка мало, едется легко. По пути попадаются мостики. Да, потому что тут все-таки для пешего похода расстояния большие, а вот для вело самое то. И местность хорошая. Вот по сути сейчас и начнется зона песков. Лес, песок. Низинки. Прикольная футболка, да? Посмотрел, куда надо. И действительно началась зона песков, зона больших луж, которые приходилось обходить по берегам. Давление было стравлено. Аня там была сзади? Да. А, вон она. Шлем виднеется. Отойдите от дороги, она сейчас проедет. Догонит. Ну, я же говорю, налево, там четвертая. Царапается, осторожно. Валит людей, валит небольших веллеров. Марта. 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 Привет, дядь. Привет, дядь. Поселок, давший название этому участку пути, это Кердиген. Он жилой, но народу там живет мало. После Кердигена начинаются реально песочные пески. Ехать тяжело, местами приходится идти пешком. Но тем не менее, на фете ехать можно, как вы видите. Многие проехали и своим ходом самые сложные участки пути. Привет. Я потерял. Сколько на фете? Немного, да? Даже езжай давай. Твоя раскопка. Ты подвес. Обед в лесу — это всегда здорово, а еще здоровее ожидание обеда. Через пару километров мы нашли отличное место, где можно было бы пообедать и перекусить. Но до него пришлось немножко попотеть. Обходные пути низин проходили по склонам гор,
которые местами проезжались, местами проходились пешком. Точнее, выходные. Кто-то дома, кто-то здесь. Идем, танцуем. Водные. Вот такие цветы. Красивые. Я даже боюсь представить, что там, на том подъеме. С нами то же самое, но Тибет повыше. Там техничнее. Прям. Фух. Мы потеряли Виля. А где он? А, да? Внизу. Виль ушел в обход. Тайными А тропами. главное, зачем? В смысле, он не поднялся, что ли? Нет, там же было чуть-чуть низко здесь, поэтому он так... Это очень обманчиво. Здесь Да. не поднимется. Еще круче. Так что он вошел вот так. Так вот это. А, ну в Якутске встретимся, да? В походе нужно разминать не только ноги, но и руки. Иногда приходится часть велосипедного снаряжения тащить пешком на руках в гору. Это нормальное явление, но всегда на помощь приходят друзья. Последний подъем перед обедом, и нас ждет вкусный обед. Снежица, спонсор велопоходов. Лучшая тара для речной воды. Да, нифига ты, да. Снежица, наш ответ Бонакви. Иванин скажет, что делать. Миссия проста. Филиал Булуса – знаменитое место отдыха велосипедистов. Знаменитое, эпичное и интересное. Добывание воды иногда, да, превращается в реальный геморрой. Но мы не ищем легких путей. Всем привет, мы добрались до филиала Булуса. Пройдена большая часть Кердигена. Сейчас у нас по плану обед плотненький, который позволит нам доехать сегодня до Нижнего Бестяха. Мы видим здесь панораму льдов. Это очень прикольное природное явление, филиал Булуса называемый. У нас здесь, как обычно, фотосессия происходит, набор воды, ну и, собственно, сам обед. Все живы-здоровы, никаких поломок, трагедий нет, настроение хорошее, продолжаем. Суровый Толик. Суровый Толик. На привалах-велопоходах иногда интересно поразмять также и мозг, благодаря некоторым головоломкам. Обед, обычно приготовленный на костре, очень-очень вкусный и сытный. Место нашего обеда можно считать некой достопримечательностью. Довольно древние артефакты здесь, ну и, конечно же, местность посещается местными. Далее движение пошло совсем легко и приятно, потому что сытый веллер едет гораздо быстрее голодного. По пути нас ждала смотровая площадка, на которой неизменная фотосессия. Фотосессии ни в коем случае нельзя пропускать, потому что бывают такие походы, когда в одно и то же место вернуться проблематично. Поэтому мы стараемся ловить каждый интересный вид, каждую интересную площадочку, где можно себя запечатлеть на память. Перед вами одна из них. Движение дальше пошло динамичнее. День близится к своему завершению, и нам нужно сегодня выйти на Бестях. Все, я здесь. Вот и кончилась основная часть маршрута. Самое интересное. Да. Конечно.
Нет, сейчас еще прямая песочная контора. По пути один из крупных поселков, это Техтюр. Надежда полакомиться мороженым не оправдалась, магазины были закрыты благодаря выходному дню. Но, тем не менее, вид цивилизации нас взбодрил и порадовал. Небольшой участок гравийной и пыльной дороги, который на протяжении 10 километров немножко нас потряс и запачкал пылью, преодолели быстро. А уж на асфальте мы полетели как птицы. Необходимо было только подкачать колеса, добавить давление. И видишь, смотришь, блядь, там походу по-любому. Так оно и Пошел есть. так же. На самом деле, вот на фете я заметил более-менее равномерная нагрузка, то есть ты по песку не умираешь, едешь, да, и по асфальту тебе тоже не так прям легко ехать. И поэтому что по песку, что по гравию, что по асфальту, оно как-то равномерно так идет и не ушатывает, не ушатывает. Да? Так что сегодня будет, да, день такой разгрузочный, но зато сегодня уже много достопримечательностей. Если мы к Лютинге будем подъезжать часика 3-4, мы заскочим на Трубхая, на скалах побываем. Там, в принципе, сколько там, час, может быть, 15 минут, да, пока туда доедем. На скалах потусим. Если приедем... рядом, Булут рядом, как, 10 километров. Вот. Если к Лютинге приедем часов 5-6 уже, конечно, Трубхая смысла нет. Дальше до Булута. Потом уже карту открывать. Третий день принес нам много однообразного асфальта, встречный ветер и правильное движение в колонии. Все ехали бодро, меняя лидеров. Таким образом, воздушный мешок позволял ехать довольно-таки быстро. По пути делали остановки, без них никак, нужно было размять затекшие ноги. У нас сегодня третий день пути, мы переночевали в отличном месте. Сегодня и завтра нас ждет асфальт, ветер традиционно встречный, но дорога хорошая, все покушали, отдохнули, все здорово, настроение отличное. Сегодня мы посетим Булус и сегодня, возможно, мы переправимся в Махсоголох. Все супер, все отлично, все молодцы. Далее наш путь лежал к реке Лютинга, на берегу которой традиционно веллерский обед и веллерский отдых. По пути не было никаких проколов, не было никаких неисправностей, только легкая ненависть к встречному ветру. Продолжали двигаться в колонне, что процесс движения ускоряло. Отдыхать тоже приходилось, без этого никак. Хотя асфальт и приятен для езды, но когда его слишком много, ехать становится скучно. Приходилось развлекать себя небольшими остановками. В Лютинге приехали в назначенное время, но встречный ветер нас все-таки немножко задержал, сбил планы, но тем не менее не намного. Там тебя не видел, да? Нет, в ожидании. Там кипит. Да, вон там. Последняя интересная точка посещения этого дня – ледник Булус. Как же на него не заехать? Во-первых, пополнение запасов чистой, холодной, вкусной воды, фотографирование и, кроме того, на берегу Булуса был заложен геокэшерский тайник, который мы намеревались посетить. В вечернее время в Булусе мало людей, таким образом отсутствуют толпы
туристов, и веллерам легко и вольготно передвигаться. Ледник выглядит шикарно. Среди жаркого лета пласты льда и все это в окаймлении зелени — это просто супер. Взяв пустую тару, веллеры спускаются к роднику пополнить запасы питьевой воды. Вода ледяная, набирать руками очень сложно, сразу же не имеют. Но тем не менее сделать это нужно, нам предстоит еще много двигаться, а пить хочется всегда. На Булусе здесь. 200 метров где-то, недалеко совсем. Да? В этом походе мы взяли очередной геокэшерский тайник. Это Ярослав заложил его на правом берегу ручья Булус. Вот такая вот коробочка. Сейчас мы заполним. Ух ты, какая прикольная. Заполним дневничок. И может быть даже что-нибудь. Ух ты, добротно. Калькулятор, мыльце, компас. Вот так вот воду мы сейчас стараемся отсюда убрать, чтобы ничего не попортилось. Здесь это точилка, ага. Компас, магнитик, а зеркало и калькулятор. Но самое главное, конечно, это блокнот. Очень в хорошем состоянии. Восстановлен в 2016 году, то есть 2 года назад практически. Получается, ага, 8-й год. Возможно, с него с того момента никто и не брал. А нет, кто-то брал. Норд. Кто-то там, в каком они в 17-м году взяли его. Ну и все, по сути. То есть больше никто не брал. Сейчас мы быстренько здесь зафиксируемся. Так. Велика, может быть, хотя бы монетка. А, автор, оказывается, Замар. Отлично. Ну туда не залез. Мы сделали, да, еще одно полезное дело по пути. Да, случайно сюда не попадешь реально. Ну что ж, еще один тайник у нас копилка велопоходов. На вот он ищет. Место. Но... Давай, ага, ладно, давай. Оп. Очередной день похода прошел по плану. Нагруженные водой мы двинулись в сторону паромной переправы. Было большое желание переправиться этим же вечером в Махсоголох. Надо сказать, это у нас получилось. Паром как будто специально нас и ждал. Палящее солнце начало садиться, и ехать стало совсем приятно. Загрузка на паром прошла быстро и динамично. Мы отправились в путь по нашей красавице-реке. Шайник. Нос корабля такой. Последняя ночевка прошла в лесу недалеко от Махсоголоха. Это был один из самых запоминающихся эпизодов. Куча шуток и с вкусным чаем. На утро мы двинулись домой. Дорога домой всегда легче и приятнее. Асфальт на этой стороне довольно-таки раздолбанный, но ехать все равно здорово.
Мы ехали налегке, все продукты были съедены, вся вода выпита, впереди нас ждала Покровская кафешка и, конечно же, въезд в наш город. Ветер стал совсем сильным и невыносимым, но подкрепившись в кафешке, мы двинулись вперед новыми силами. Веллер должен есть часто и помногу. Народная веллерская мудрость. Подъем уход идет успешно. В головных уборах. Все по-честному должно быть. Все по закону, ага. Нашел себе место? Ортодайду. Наш крайний привал перед возвращением домой. Здесь уже цивилизация, аттракционы, лошади, свежие продукты, шашлыки. Можно спокойненько посидеть и посмотреть. Один из аттракционов – это разобранное колесо обозрения. Мы на финальном участке маршрута, мы доехали до Ортодайду, до города осталось 50 километров. И вот сейчас у нас небольшой привал на фоне вот такого велосипедного колеса, которое здесь расположено. Это символично, велоколесо, велопоход. Сейчас мы пообедаем и двинемся домой. Я думаю, часа через 3 мы все будем дома. Все живы, здоровы, все как всегда супер, все здорово, все замечательно, все молодцы. Мы сделали это! Многих это первый большой круг, для некоторых, для Вот так вот. остальных, может быть, да, не первый, но тем не менее, все равно все молодцы. Я думаю, маршрут у нас закончен, то есть 20 километров мы после всего этого проедем легко, поэтому сейчас в этом месте мы всегда вручаем памятные наклейки на велосипеды, подтверждающие то, что вы все это сделали и прошли большой круг. Илья, хочется поздравить, это первый большой круг. Победа у нас будет. Саня, молодец. Новый байк, Колян. Не забывай туалетную бумагу, а так все зашибись, было здорово. Ну, Саня вообще в этот раз просто красавчик. Топал и топал на подъем. Топал, да, и топал. Да, отличная. Привет. Покажи дяде Лазиком. Да, круто. Не совсем медведь. Не совсем, да? Всем привет! Итак, наш поход «Большой круг 2018» завершен. Мы добрались до точки старта, тем самым закольцевав маршрут. Общий пробег составил 340 с копеечками километров. Погода сегодня была замечательная. Все добрались в хорошем настроении, не было ни единых поломок, ни каких-то серьезных каких-то повреждений и так далее. Очень хорошо прошел динамично поход. Мне он понравился, надеюсь, понравился всем. Следите за новостями, у нас очень много походов еще в этом году планируется. Было здорово и будет еще лучше. Всем спасибо. Ну, у нас еще, я думаю, из тяжелых будет еланка, может быть, это будет даже петля времени, в принципе. Ну и остальное более лайтовенькое, будем чередовать. Простые походы, сложные походы. 10-11 человек, это, в принципе, для большого круга это хорошее количество. То есть все молодцы вообще, все здорово, очень достойно прошли маршрут. Это радует. Все молодцы.